Единая Россия должна уйти от устоявшегося стереотипа, то есть из партии власти она должна стать партией народа. По сути, таковой она и является. Единая Россия объявила о ребрендинге партии. Отныне весь упор будет сделан на мнение избирателей. Партия больше не должна ассоциироваться с административным ресурсом. Да, чиновники имеют партбилеты на руках, либо они просто активные сторонники. Идеология такова, что простой народ – вот костяк. До него легче достучаться и легче решать житейские проблемы здесь и сейчас. Но масштабы действий поставлены нынче более глобальные. Важно самосохраниться. И под словом «самосохраниться» я понимаю не только как доверенное лицо, которое обязано понимать и транслировать еще слово президента, понимаю не только сохранить территориальную целостность, или сохранить конституционный строй, или сохранить экономическую продовольственную безопасность. Под словом «самосохраниться» я еще понимаю, что сохраняются народы Российской Федерации со своим традиционным укладом жизни, со своим языком и культурой. В действиях не должно быть никаких многословных обещаний, а лишь четкие задачи, которые можно выполнить. К примеру, президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни. В Коми для этого модернизирует здравоохранение. Доступность услуг выросла в разы. Но приобщить человека к здоровому образу жизни из-под палки невозможно. Например, стоит у нас сейчас уровень поднять продолжительность жизни, вот касаясь здравоохранения, близкой мне теме, поднять до 80 лет. Просто так поднять невозможно. Это исключено абсолютно. Можно сколько угодно говорить, даже под угрозой расстрела врачей, главных врачей, там, всех министров и подобное. Оно не изменится. Если не изменится внутри нас, тоже желание работать на свое здоровье, с одной стороны, а с другой стороны, власть должна обеспечить это желание для того, чтобы построить ФАПы, больницы, хорошие лекарства. Это уже власть должна. Но человек не должен приходить, пьет, курит, все остальное, дайте мне таблетку, чтобы я прожил 200 лет. Люди должны жить в комфортных условиях. Партийный проект «Комфортная среда» подтолкнул муниципалитеты взяться за свой облик, в который, возможно, не вкладывались последние пару десятков лет. Настроение партии дополнительно было выделено 5 миллиардов рублей еще вот на решение задачи малых городов, чтобы не столичные города, миллионники и от 500 тысяч выше смогли решить свои проблемы, но и в том числе малые города численностью от 10 тысяч человек населения. Это все партийные проекты, вы это должны знать, вы должны об этом говорить. И надо говорить о том, что в Республике Коми эти проекты очень неплохо реализуются. Все предложения, которые прозвучали на площадках, направят в Центральный совет партии. Их поднимут на большой конференции «Единой России» в Москве, которая запланирована на середину мая. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган.